часто, когда я где-то бываю, я говорю, там уже не про другие страны, в частности, даже хотя бы по России, да, к примеру, все удивляются, почему меня зовут Юля, почему я из России, а внешность у меня не русская. Павел Геннадьевич, объясните зрителям, почему так произошло? Я обычно говорю то, что город Якутск, он является одним из старейших на Дальнем Востоке и Сибири, потому что был основан еще в первой половине 17 века, в 1632 году. И мы единственная, вот, я, конечно, не историк, я могу ошибаться, но мне кажется, что мы единственная республика национальной составительской федерации, которая так давно уже находится, почти 400 лет. И в связи с этим, вот, как мне кажется, у нас и связано то, что у всех имена русские, фамилии русские, и культура уж такая более русифицированная, скажем так. Про взаимодействие якутской русской культуры. Ну, потому что крестили В 17 веке. В 17 веке, ну, чуть-чуть попозже, не сразу, но постепенно, не полностью же крещение шло по Якутии-то. Как все это происходило и как наша якутская культура взаимодействовала, сохранялась на протяжении этих веков? Что вы думаете об этом? Ну как она, угнетения не было, как она шла культура, так она и оставалась, сохранялась. Просто то, что надо было, брали, впитывали, и все. А своя культура... Кто, якуты брали, впитывали от русских, или русские брали от якутов, впитывали? И русские от якутов, и якуты от русских. Но, а как больше? Взаимодействие только такое больше, как... И что мы видим на выходе? Вот, например, какие у нас есть предметы, которые бы отражали вот эту коллаборацию, культуру, симбиоз культуры? Ну, самые показательные. Да. Кресты, сюрях. Именно Да, крестики. Что такое сюрях? Крестьянские кресты, Да. серебряные, вот, например, вот здесь только серебро, которые вот они, мастера якутские, переработали и как бы сделали вот такие. Ну, Они отличаются. Вот, на мой взгляд, например, да, это вот типичный православный крест. Что в нем якутского? Ну, Орнамент. Где тут орнамент? На этом, допустим, орнамента нет, я не вижу. Вообще дословно Вот. сюрех это сердце. Угу. То есть он носился на сердце. Да, и именно якутское видение, вот оно как бы изменило вот этот православный крест, да, в украшение своего рода. Ну вот, То есть например. вот это сюрех. Как правило, оно было в форме сердца опять-таки выполнено. Но это тоже элемент от креста, Да, это правильно? элемент от сюрех, да, подвесной Да, вот часть. здесь конечно, крест нас- вешался. Подвешивался вот так. Вот здесь отклонился. И вообще слово сюрехтени это крещение. Сюрех это сердце, а это крещение. Ага. Вот здесь хорошо видно. И женщины с удовольствием носили эти Ну, были, украшения. наверное, женские и мужские же, наверное. Точнее, эти кресты Ну. как украшение. Это было как... То есть это не был да, признак религиозного Нет, это направления? признак православия и одновременно ювелирное украшение. Да, да. Вот которая это как по- раз и есть вот именно Это вот же то, не, что, не нательные, а Поверх поверх одежды, одевались. то, что да. мы считаем смешение вот всего Мгм. якутского и русского. То есть свое видение было у якутов, православие. То есть они приняли православие, охотно приняли. Ну и вот получается, как бы скажем, Национальные узоры свои. преподнесли, да, вот в таком Ну. вот виде. Хорошо, вот Павел Геннадьевич говорит, что были мужские и женские различаются. Это вот какой крест, например? Ну это, мне кажется, женский, да, судя по этим Конечно. подвескам? Ну, Это Что- прямо различие. Мужские-то, наверное, помассивнее были, а женские как-то по это. Просто знаешь, что в якутских серьгах Ну, же эти поизящнее. подвески они же тоже обозначают там какие-то Ну. элементы, там, сколько детей, Ну, например, то, что замужем, были не детские, замужем, это вот например. это... Ой, это, да, конечно. Вот насчет... Вот это, мне кажется, женский. Тут все-таки Да, может да. быть еще от возможностей хозяина, да, то есть у кого-то Благосостояние. побогаче, да, тот мог По себе деньгам, позволить конечно, более. все Потому это что они, делалось. они дополнялись дополнительно еще щипчиками, да, капаушками. Кресты? Да, Да. да. Все действительно. вешали вот, Вот это на тоже одну. женский. Да, то есть люди практическое применение еще имели к этим крестам. То есть помимо вот украшений, Вот это же еще женский использовали как... Ну, это вообще сюрях, это сердце как раз. Ну, это может Ну, мужским быть. Такое Но здесь, видишь, минимальное. тоже вот отверстия под какие-то дополнительные элементы. Действительно, Да. Ну, может быть. Вот как здесь вот. А здесь он даже с этим. Толщина цепей тоже, вот звеньев, она все это разная. Нету вот двух одинаковых таких крестов не найти. Конечно. Что интересно, православие ведь его, эти кресты сейчас не понимает никак. Но прекрасно понимают, что это наше местное, местечковое, региональное вот видение.
тогдашнего времени. То есть это вот чисто якутские кресты, таких Да. ни в одном другом Да. национальном регионе не найти. Да, Нет. Нет. только у якутов. Ну, А вообще было 3 волны заселения Якутии русскими. Первая волна это вот при соединении Якутии, вторая волна была это вот 18 и 19 век. То есть сюда переселялись вот эти пашенные, когда еще раскол шел. сыльные каторжники, вот эти скопцы, то Да, есть да. переселялись. И третья волна это 20 век. Это уже научно-техническая революция. Еще когда при Петре Первом-то раскол произошел, вот почему не, вот эти даже, может быть, до до петровских времен, Мгм. потому что крестились-то вот, это потом уже стали так, Троеперстие. да, а крестились-то вот. А, И раскол, пальцами. почему вот в этом Павловске-то старообрядцы-то вот эти жили-то все они-то, они так эту веру не приняли. Но Тут даже до абсурда можно раскол сказать, да? произошел, и все. Якуты, они даже слово Иисус, да, как бы интерпретировали на свой лад. То есть разделили это слово как на две части. Это Ис и Ус. Ис это шить, да? это А поэтому ус это здесь, вот да? мастер. Вот здесь вот мы видим как раз. Ну тут, кстати, причем получается даже ус Ис. Потому что наоборот. Ну, как правило, кузнецы были неграмотные. А, то есть они, получается, имя, они обозначали Именно такими как рисунками, да. Как То есть они это Ис понимали. это в основном как бы то, что применительно к шитью. Здесь вот у нас Мгм. женская рука, да, ну, видимо, женская рука, прялка. А ус это вот мы видим характерные инструменты. Кузнеца. Давайте поговорим по поводу посуды, Берестяной. да. Берестяной. Моя Вот мне сейчас, как Павел Геннадьевич сказал, что это вот сибирский вариант. То есть, Вообще, да. то есть- Потому что лыка. Классический, да, Лыка и русский клеенная. туис, это он шитый лыком. Да. И вот Это вот. лыка, вот, которая в сказке, да, вот она. Это вот как раз вот это вот. Лыком шиты, не зря же На говорят. самом деле, вот именно вот этот туис, да, он выполнен якутским мастером из Сунтар. Мгм. И причем уже даже название Тымтай. А тем не менее, сохраняя русские традиции, потому что этот сосуд Ну да. герметичный, опять-таки из уважения к культуре. Да? А классические якутские А туисы, это они уже шиты якутские, конским да. волосом. Конским Они- волосами шили. Узор выполняется вот строго вот. Вот это, получается, соблюдая более ритм. трудоемкая работа, правильно ведь? Да. Ну да. Здесь он шилом прошел, лыка продернул и все. Форму натянул, а здесь-то видишь, надо вытянуть и оттянуть его, И шить причем еще. в семьях встречаются и такие виды туисов, И такой и есть. такого плана наши уже национальные. Наши мастера вообще славились. Вот когда русские только пришли, они очень удивились, что у нас тут есть и железное оружие, и доспехи лучше, чем пуленепробиваемые доспехи, которые останавливают казацкие пули. И ясак брали и шкурками, и доспехами тоже. Потом эти доспехи казаки одевали на себя и осваивали дальше вот Сибирь, Америку. Плашками шло в Да. эти кольчуги. Ламеллярный А, доспех да. назывался, я помню. То Плашки, есть, плашки. А у Да. тебя, по-моему, здесь есть, да? Вот тут. Нет, это новодел. Это новодел. Ну, примерно Не, можно ну посмотреть. примерно так вот. Так же было. Угу. Вот казаки одевали и шли дальше бок о бок с якутскими воинами. На север? Да, осваивать Ну, то, север, что- Дальний Восток, Америку. Кстати, вот Форт Росс строили якутские плотники, потому что там не помню, кто был этот, тогда губернатор, не губернатор, главный в Калифорнии, он отписал в Якутск, чтобы прислали именно не русских Баранов, плотников, по-моему. а именно якутских плотников, потому что Про они Аляску, хорошо... да? Нет. Ну, Аляска там, Аляску тоже там вот именно. да, Алеутские острова там, Да. то есть русские якуты осваивали. Но вот именно Форт Росс строили якутские плотники, которые там и некоторые остались. Прямо семьями переселялись туда. Строили Форт Росс в Калифорнии. Мгм. Там какие-то потомки, по-моему, даже остались. Ну, да. то, наверное, что похоронили. якутские кузнецы славились своим мастерством, это действительно так, Да, они вот. до прихода Это вот пример, русских да? еще, Нет, ну конечно, до Да, очень прихода много. свое уже было. делали, и причем кузнец, он считался Где старшим они? братом шамана, то есть На, это было особое на почетное Батамае, место, да? по-моему, они Да. там железо То есть, добывали. если, допустим, Больше кузнец нигде. мог замещать шамана, а шаман, допустим, Ну, Ну и небольших, почему? различным Различных делом там не мог заняться. То есть, вот поэтому в это небольших такое количествах, но историческое они там достояние. добывали.
То есть Да. мы все это умели делать еще до прихода Петра Бекетова. Правильно? Да, это кузнечное дело-то, ну, Да. это самое. Не, ну просто нет, просто ассортимент обогатился. Да, да, да. Ассортимент, конечно, обогатился. Очень много. То есть если раньше использовали такие вот мутовки, то потом уже начали перешли к ложкам. Да, кстати, вот благодаря русским наш железный товар-то по всей Сибири расползся, стал Да. известен. Его и на Сахалине хорошо брали, и на Амуре, и на Аляске. И в Иркутске, потому что он позже основался. Да. Туда же тоже везли. Именно вот продукция якутских кузнецов вот расходилась вот по такой обширной территории. И даже, да, я замечала тоже вот культура, допустим, другой нации. Там встречаются именно якутские серьги, которые уже называются, скажем, По-своему, Да. переработаны. Ну, по-своему, по-местному, наверное. Да, и вот, кстати, русские, когда шли по Сибири, по Америке, они всех, ну, вождей там называли тойоны, переняв этот термин у якутов. То есть на Аляске были, И эскимосов каких. да, эскимосы у них тойоны, и на Аляске тойоны были, и на Людских островах ну, все тойоны. это так, ага, все интересно. Да, начальник, то есть тойон. А откуда это слово? Это якутское слово. Так и туда, по Сибири, тоже тайоны были. Да. Ну, В всё это Хакасии там тоже они вот, тайоны ну, были. да, по аналогии называли Ну. так. Ну, тайоны. А туда дальше уже там тайонов нет. Не, там А, другое было. а в Сибири-то еще есть это самое. В Восточной Сибири. То есть русские переняли культуру якутов, якуты переняли культуру русских. Ну, Да, и да. друг друга взаимообогатили. Хорошо, вот это вот что за узоры? Скажите мне, я их называю традиционными якутскими узорами, но я Нет. знаю, что это неправда. Нет, нет, это очень непонятно, что. Но это якутский мастер делал, и по Ну да. аналогии что-то. Но лиловидный орнамент Да. присутствует у многих народов. Поэтому, ну, мы, конечно, считаем, что это якутский национальный узор. И Что я тем же грузинам говорю, это якутские узоры. Ну, это, видимо, подвеска какая-то Видимо, красивая. Да? Вот, то, что одно общее. бежевая. Потому что ни в Казахстане, ни в Киргизии я таких узоров не видела. Да? Там они отличаются. Так это что такое? Украшение какое-то. Ну, Подвески. лепесточки какие-то, они, видишь, Вопрос сделаны как остается лепесточками. Да. Можно задать как раз вопрос через... Если кто-то знает, да, что это такое, Да. пишите в комментариях. Это Пишите в ретро-склад история Инстаграм, происхождения в очень директ. интересно. Нам его сдала женщина, которая отметила в этом году юбилей. Будучи ребенком, она нашла вот на территории церкви. А причем вот так и ребятишек набили полные карманы, по ее словам, да. Так и сколько вот, лет назад-то было? ну вот считаете 70 лет человеку, да, и вот. Мигина Потому там что, была да, может, от церковного чего-то, от одежды. Опять-таки Ну, это же своё не видение. православное Если же. церковное, видите, опять-таки, Крестов все-таки, нету. да, тут и получается, что, Там только рисунок и все. возможно, оно действительно как оклад иконы украшало, вполне вероятно, да. Нет, ну вот видишь, тут же отверстие для того, чтобы подвешивать куда-то. Это вот так получается, Мгм. как корона какая-то, куда Причем это вешивается. серебро. А вот как вот вы ищете экспонаты свои для музея? Все равно же, ну, вот сколько времени прошло, не все же люди сохраняют какие-то предметы быта в нормальном состоянии. Подписывайтесь на инстаграм-аккаунт Ретросклад. Мы там всё, Туда собственно, говорите. Мы как раз там и с помощью ретросклада ищем, люди нам подают объявления, и мы, получается, вылавливаем. Ну, вот просто интересно, какие предметы раньше использовали до прихода русских? Ну, ложки были у якутов? Нет, ложек не было. А чем они ели? Руками, При- что ли? Не руками же, чем они При ели? Петре. Ну, может, деревянные какие-то ложки были, а таких-то... Нет, ну форма была такая же или какая? Ну, конечно, Я не знаю. деревянные ну да, вырезали вот просто что я ложки хотела и все. сказать-то насчет этого, да, то, что интересная версия это моего супруга, да, Романа Олесова, то, что не было захоронений в земле у якутов, Не было, это я знаю. потому что у якутов не было железных лопат. Были арангасы, ну, они, как бы, арангас это Воздушное захоронение. воздушное Да, да, захоронение, да. Но, естественно, под воздействием внешней среды все это истлевало. Соответственно, находки в лесу, допустим, да, украшения случайные, они не случайные, это просто то, что осталось от арангасов, да, то есть арангасы были не только у шаманов, как вот есть твердое убеждение, да, то есть всех якутов, видимо, так и хоронили. Поэтому, так как все это на ветру истрепалось и просто-напросто, да, стлело,
Соответственно, мало доказательств, мало... А что Бекетов привнес в нашу культуру? На Что? чем принес? Ну, вот я Автобус спрашиваю, построил, что? да и все. И пошел тут языками облаживать народ. Придут, понапоят, обобрали, обокрали и уехали. Это может быть, Но- я не знаю, там, до их прихода там якуты не умели пользоваться, там, не знаю, ложками. Ну, что-нибудь. Я понимаю, что мы культурно образованный народ, я в курсе, да. Нет, ну, наверняка же есть какой-то такой вот предмет, который используется в быту, который якуты не использовали до прихода Бекетова. Ну, есть, конечно. Например, Сразу ты что? не вспомнишь, ну, что-то есть. Но... Ну, кроме табака и алкоголя. Не, ну это-то... Не, ну мы жили на периферии, но не были прям так оторваны от всего человечества. Так что Руками не общий, ели. да, Этикет знали. общемировые, как бы скажем так, от общемирового-то не отставали. Ну, может, разве что порох не знали там. Хотя Китай-то рядом. Но и не нужен был, наверное, порох. Но мы же не Друзья. воевали же. Мы же скотоводы обычные, мирные жители. Нет, потом-то все равно это самое, видно, с Китаем-то было. Нет, да, китайские товары Торговля. были, доходили до нас, да? Они... И китайцы сюда бегали, и наши там успевали. Ну, Следить. да, потому что все равно торговля пошла. Да, находки. И порох, китайские оружие, здесь все. есть. Или Товарообмен оттуда, был хороший. с России Да. там везти, или тут Китай рядом. Так лучше отсюда привезти. То есть, в принципе, можно сказать, что нет ничего такого, что... То есть нет вообще... Нельзя сказать то, что пришли русские и просветили дремучих якутов. Потому что якуты и так Да нормально ну. развивались. Но архаичные одеяния, они содержат же китайские как раз элементы, да, те же Шелк, самые... бисер был тут. Бисер, да, Да, материалы бисер-то и китайские. шо, То есть до это прихода до русских же прихода был. русских. Все равно какая-то торговля шла. Китайские самострелы были. Да, Ну, сам- спусковые механизмы да, набережными да, да. Волгами. И самострелы, и это самое. То есть как-то народ существовал, и причем довольно-таки неплохо.